Люди устают быстрее, сильнее и немножечко уже начали выдыхаться. Такая ситуация сложилась в Казани в сети пиццерий. Как отмечают, если раньше в одной точке общепита работали по 12 человек, то сейчас в 2 раза меньше. Как говорят, не спасает и рост зарплаты, который уже выше средней в Татарстане. Зарплату на самом деле хорошую, каждый месяц поднимают. Пиццемейкеры от 60 тысяч получают, не от, а в среднем. Курьеры это уже больше 100, около 120, наверное, даже. Менеджеры тоже, я думаю, что 1080-90, наверное. Работа, не сказать, что тяжелая, то есть я видела работы и тяжелее. Чтобы решить кадровую проблему, владелец этой сети Вячеслав Миллер обратился к экспертному сообществу Центра «Бизнес против коррупции». Как он рассказал, нехватку специалистов ощущают многие его коллеги из разных сфер, и нужны системные законодательные решения. Возвращение 3-летней отработки после получения диплома, введение дуального обучения в вузах и СУСах, когда студенты больше времени будут проводить на практике, и в целом изменение мировоззрения молодежи. Парадигмой нашего с 90-х годов либерального подхода было то, что работать не нужно, нужно работать головой. И все стремились куда-то к каким-то эфемерным целям, блогерством и так далее. Ситуация на сегодняшний день критическая, я бы сказал. Вопрос кадровый превратился в вопрос безопасности страны на сегодняшний день. И это без преувеличения, потому что на сегодняшний день многие предприниматели остановили свое развитие именно по этой причине. Парадокс. Сейчас в Татарстане самый низкий уровень безработицы – около 5000 человек. Эксперты поддержали посыл бизнеса и предложили еще ряд мер по привлечению кадров. Введение повышающего коэффициента по заработной плате, а также сокращение выхода на пенсию на окраинах, если человек там проработал не менее 10 лет до выхода на пенсию. К примеру, хочешь жить в Москве – живи, выйдешь 65, хочешь 60 лет. Приезжай к нам в Разнокая. Да. Если я производитель, если я поставлю какие-нибудь автоматизированные станки на каких-то участках, я могу уменьшить количество персонала. Это тоже мне поможет в вопросе кадров. Также предлагают активнее привлекать мигрантов, развивать сервисы для поиска работы и уже со школы привлекать детей к труду. Но здесь есть ряд законодательных нюансов. Очень ограниченный перечень работодателей, которые готовы принять летом людей. Детишек на работу, в том числе боязнь правоохранительных органов контроля и надзора, потому что действительно за этим особый надзор и контроль за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних, хотя тоже процедура она упрощается. Есть также поручение, чтобы в 10-11 классе школьник вышел в обязательном порядке с одной рабочей профессией, но нет возрождения УПК. Проработать все предложения поручили специальной группе. Мы рассматриваем все вопросы, которые, вы понимаете, в любом случае, там, где есть какая-то неурегулированность, она так или иначе потом может все равно приводить к коррупциогенным факторам. Это общеизвестный факт, потому что и бизнес начинает каким-то образом пытаться сам решать вопросы. Что удалось решить, обещают огласить на следующей встрече экспертного совета. По итогам могут быть подготовлены законодательные инициативы, которые будут адресованы на федеральный уровень через наших депутатов. Дмитрий Аринин, Игорь Романов, ТНВ, Казань.